выросли. Что делать? Надо же куда-то приложить свои. Правнуки должны быть. Ну, еще рано. Сидеть дома – это не про них. Делают кукол, учат китайский, ходят на гимнастику. Это проект «Жизнелюб» для тех, кто уже на пенсии, но молод душой. Хочу на шахматы записаться. Но сказали, женщины не очень берут. Трудно представить, но еще 2 года назад это здание было практически в аварийном состоянии. За 80 лет ни разу не ремонтировалось, а сегодня это многофункциональный центр, где на одной площадке больше 20 бесплатных кружков и секций. Собираем роботов, а потом их программируем. Как сделать городскую среду комфортнее, говорили уже на встрече президента страны с общественностью. Ученые, архитекторы, строители, представители Общероссийского народного фронта делали свои предложения. Начали с мусорной реформы. Платежки изменились, а вот особых изменений в вывозе мусора, особенно в районах, жители пока не видят, сетуют выступающие. Мы предлагаем сделать встречу между региональным оператором и жителем, чтобы они выбрали более лучшее место, чтобы и людям было удобнее выбрасывать мусор, и региональному оператору их забирать. Решить эффективно эту проблему будет нельзя. Она затратная, совершенно очевидно. Она требует объединения усилий и граждан, и государства, муниципалитетов, регионов, всех. Но она должна быть грамотным образом и с минимальным ущербом, с минимальной нагрузкой на граждан реализована. Архитекторов волнуют безликие здания и дизайн больниц. Жительница Казани Анастасия Еременко предложила внести новое решение в оформление онкологического диспансера. Остро касается тех людей, которые сейчас находятся на грани жизни и смерти, и для них окружающая среда является ключевым. Безусловно, все, что идет на пользу людям, нужно использовать. И мы пообсуждаем, в каком объеме и в какие программы можно вставить и реализовать эти идеи, о которых вы сказали. В спальных районах столицы не хватает школ, говорят учителя. Учеба в 2 смены. Президента просили рассмотреть возможность строительства многоэтажных учебных заведений. Ну, как вы считаете, можно это сделать? Наверное, 114-я школа, да? Так точно. Учитель истории обществознания высшей категории. Владимир Владимирович, это исторический наш густонаселенный район, вокруг промзона, замечательный коллектив и замечательные педагоги. Благодаря Строить этому... будете или нет? Будем, Владимир Владимирович. Были в зале и обманутые дольщики. Интересовались, как скоро их проблемы решатся. Переход на новую систему финансирования отрасли, он связан как раз именно с тем, чтобы прекратить безобразия, связанные с появлением обманутых дольщиков. Ведь откуда берутся обманутые дольщики? Несостоятельные компании наделяются правами застройщика, собирают деньги с людей, а потом просто не реализуют то, ради чего они создавались и для чего они деньги собирали. Тем же заемщикам, у кого возникли финансовые трудности, должны помочь ипотечные каникулы и возможное снижение ставок до 8%. Такие планы должны войти в основу новой национальной программы «Жилье и городская среда». На ее реализацию выделят более 1 триллиона рублей. Ежегодный объем жилищного строительства доведут до 120 миллионов квадратных метров. Как раз формирование такой программы должны помочь подобные встречи. Он же дает обратную связь для президента, зная там его включенность, да, ему это крайне необходимо. Главное, чтобы были квалифицированные люди, которые будут систематически работать, выявлять новые проблемы, находить или вырабатывать совместно с различными экспертными структурами, федеральными органами власти механизмы решения проблем. Встреча продолжалась больше 2 часов вместо запланированного часа. Подобный диалог пройдет и в других регионах страны. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.